Не стало татарского соловья. Звезда великого, неповторимого Ильхама Шакирова засияла в вечности. Почему, когда слушаешь его песни, душа начинает плакать? Почему к его голосу невозможно оставаться равнодушным? Я знаю ответ. Ильхам Шакиров, как никто другой, умел затронуть глубинные струны души татарского народа и выразить в своих песнях всю боль и страдания этой души. Он так и говорил: если хочешь разбудить духовный мир народа, чтобы он жил и чувствовал себя самостоятельной нацией, надо знать мелодию его души, затаенную печаль. Именно это сохраняет его и спасает от гибели. История жизни самого Ильхама Шакирова – это история страдания, история преодоления, и, если хотите, история противостояния против жестокой, бездушной системы. Ему было 2 года, когда его отца арестовали и расстреляли по чьему-то доносу в страшном 1937 году. Мать осталась одна, с 5 детьми. Ильхам Шакиров в полной мере ощутил на себе, что значит быть членом семьи врага народа. Чтобы не умереть с голоду, он просил милостыню и часто пел за горбушку хлеба. И если бы не случилась хрущевская оттепель 60-х годов прошлого века, я думаю, мы никогда бы не услышали его прекрасный голос. У него не было бы никаких шансов попасть на сцену. Представьте себе, сколько таких талантливых, красивых людей заживо сгнили в лагерях ГУЛАГа. Ильхаму Шакирову повезло. Точнее, сила его таланта была настолько велика, что он пробился сквозь железобетон бесчеловечной тоталитарной системы. Но великая грусть, боль и скорбь навсегда поселились в его сердце. Когда я слышу его песню «Хараурман», я знаю, эта песня не про лес. Это песня про тяжелые, голодные годы. Это песня про окружающие нас темные силы. Это песня про то, что нам нужно держаться вместе, чтобы выжить в этом черном лесу. О затаенной печали мелодии души Эльзира Юзаева. Его называли соловьем татарского народа, но не только потому, что Ильхам Шакиров обладал уникальным тембром и безупречной манерой исполнения. В каждой его песне как будто бы оживала душа народа, такая же тонкая и хрупкая, великая и могучая, сильная и ранимая одновременно. Многие до сих пор задаются вопросом, в чем же заключался этот феномен? Каким образом его мелодия, его голос поражает в самое сердце? Сам Шакиров всегда считал, все, что он делает, он просто делает искренне. В этом и есть духовная сила его необычайного таланта. Кишинең ул җаны, кишинең әйтәсе сүзе ул. Аңа теге көйләп кенә әйтү генә түгел име. Менә кешегә карап торасың, менә бер сүз дә эндәшми дә ул. Бер сүз дә сөйләми дә. Карап торасың да, ник син болай моңаеп торасың ди. Аның менә нәрсәдер сөйли кебек, нәрсәдер җырлый кебек. Менә ул җыр, менә шундый нәрсә. Әйтмичә дә аңлатып була торган нәрсә ул. Он не считал себя баловнем судьбы, он не считал себя счастливым человеком. Более того, в каждом интервью Шакиров неустанно повторял, что у него было самое горькое детство, которое можно только представить. В 1937 году отец Ильхама Шакирова пал жертвой сталинских репрессий. Он работал обычным кузнецом в деревне, был человеком добрым и открытым. Недоброжелатели написали письмо в райком о его якобы нелестных высказываниях о советской власти. Так, одно маленькое письмецо разбило вдребезги всю судьбу большой семьи Шакировых. Мен үземне дөньяда иң бәхетсез кеше дип санадым. Бер вакытта да миңа тиз генә бирелмәде. Бары тик үрмәләшеп, тырмалашып, талашып, бик зур авырлыклар белән, кимсетүләр белән, типкәләүләр белән. Ул нидән үк туганнан бирле менә безнең әткәйне нигә 37 елда төрмәгә алып киткәннәр, Сталинның котырган заманнарында. Мин иң кичкенә, иң төпчек бала булып калганмын.
Менә шуннан соң безгә китте инде. Иткәләү, төрткәләү, типкәләү, кимсетүләр, хәерчелекләр. Менә шуннан башлап без үзебезне кеше итеп хис итмәдек. Һәм монда инде теге күлмәктән туган дип әйтергә бер вакытта да безнең фикеребезгә керергә мөмкин түгел иде. Реабилитировали Гильмуддина Шакирова посмертно только в 1972 году, когда Ильхаму было уже 37, и он был народным любимцем. Но Шакиров никогда не забудет, через что пришлось пройти ему, чтобы пробиться через терник к звездам. В годы войны, чтобы не умереть с голоду, маленькому Ильхаму приходилось даже просить милостыню. Чтобы получить кусочек хлеба или же картофельной очистки, он с такими же изможденными холодом и голодом ребятишками ходил из одной деревни в другую. Ну, менде шундай бәләкәем ди. Миңа бәләкәй балага бирмиләр ди, өлкәннәргә бирәләр ди. Шуннан соң менде шул авылга мәктәп җырлап җибәрәдер инде. Чтобы выжить, плели лапти, вспоминал Ильхам Абый. И уже много лет спустя говорил, что разбуди его хоть ночью, он сплетет пару. Его детство прошло в отчужденности. Мама часто говорила, что все беды и несчастья в семье от Ильхама. После его рождения арестовали отца, а его грустные песни якобы навлекают в дом беду. Ему запрещали петь. Он так и не познал материнскую нежность и любовь. Рос одиноким и замкнутым ребенком. Мечтал стать прокурором и учителем, но клеймо сына врага народа разбило и эту мечту, подарив народу великого артиста. Бу сугыш вакыты иде. Безнең укытучылар, балалар чыршы бәйрәм ясарга булдылар. Шунда җырларга туры килде, һәм мине теге нинең программаның кадагы дип сизделәр булса кирәк, иң соңга куйдылар. Шунда соңыннан чыршы бәйрәме беткәч, минем яшьтәш балалар килеп, малайлар килеп, Илһам, син җырлагач, әниләр җырлады бит, диләр. Шул чагында мин җир тишегенә кирип китәрдәй булдым. Их, мин әйтәм, шундый зур җинаять эшләнгәнмен икән. Менә кешеләрне җырлап җылатканмын икән. Он был действительно самородком. Такими рождаются единицы. Сам Шакиров всегда считал, что его успех, несомненно, связан с хорошим музыкальным образованием, которое ему, сыну врага народа, простому деревенскому мальчишке из бедной семьи, удалось получить в Казани. Именно отсюда высокая культура пения, тонкое понимание музыкального искусства. Он был всегда благодарен своим учителям, наставникам, людям, которые появлялись в его жизни и сыграли важную роль в его становлении как артиста. Молодежь поет, тоже поет. Но у них вот знание фольклора отсутствует. Фольклор. А вот фольклор, вы знаете, это в крови. Это не то, что, вот, например, 1000 песен, народных песен знаешь, это не знание. Знают, многие знают, но в крови вот татарской должно быть самое главное. Вот, например, Александр Сергеевич Ключарев, композитор, он по национальности русский был, но у него все татарское вот, в творчестве, у Ключарева, все татарское. Ни один, я даже смею сказать, ни один татарин вот, из композиторов столько не знал, наверное, татарское искусство, татарское музыкальное искусство. Первый успех Шакирова пришел в 1954 году. Сразу после первого эфира на радио в редакцию стали приходить письма. Это был просто взрыв популярности. Но Шакирову нужна была не слава, а 40 копеек за выступление, чтобы отправить их в деревню матери. Но она так никогда и не смогла принять его выбор. Она никогда не гордилась мной, сказал как-то Ильхам Шакиров. Для нее это было в порядке вещей. Ильхам Шакиров выступал и в огромных залах, и в крошечных клубах. Он никогда не делил зрителей. Более того, всегда был открыт для общения.
публика его просто обожала. Он давал по несколько концертов в день. Попасть на выступление Ильхама Шакирова было огромным счастьем. Билеты разлетались вмиг, а на выходе всегда толпилась очередь, чтобы прикоснуться к звезде. В 1974 году его песня «Кара Урман. Темный лес» поразила в сердце самого Мстислава Ростроповича. Ул акапелла белән Мәскәүдә бер җырлый. Зур залда. Шуннан бу җырлап бетерде, үзенең теге бизәнү бүлмәсенә керә, шуннан килеп керә монда Мстислав Ростропович. Килеп керә дә әйтә: "Илгам, ты убил меня этой песней. Я никогда не слышал такую песню". Для самого Шакирова каждое выступление – это был экзамен. Он всегда говорил, что каждый раз выходит на сцену, как в первый. Каждый раз испытывает чувство тревоги и ответственности, чтобы оправдать любовь и доверие своего народа. Тамашачыга үзеңнең сәнгатеңне ярату. Алар сине яратсын, диме. Сине аңласыннар. Менә бу бик катлаулы шул. Менә шуңа күрә сәхнәгә чыгар алдыннан аларга әле менә беренче атлавыңда диме. Аларга ярарга кирәк. Күз карашың белә дә, үзеңнең эшең белә дә, аяк атлавың белә дә. Менә шуңа күрә әлбәттә ул менә артист кеше инде каушарга тиеш. Каушамаса, аннан соң ул не җүннәп эшли дә алмый. Ильхам Шакиров исколесил весь Союз. Он был человеком, который объединил татар, живущих в разных уголках страны и мира. Только Шакирову удавалось часами удерживать внимание публики. Он был знатоком культуры и истории татарского народа, и зачастую концерты начинались с его просветительских лекций. И это тоже было частью его важной миссии. Тамашачының күзенә карап, бары тик бер генә сүз әйтәсем килә. Халык җырын, халкыбызның моңын онытмасын. Шул вакытта милләт яшәр. Его называли живой легендой. Ильхам Шакиров последние годы своей жизни жил уединенно, долго болел, практически не появлялся на публике. Удивительно, но при такой народной любви Шакиров до конца своих дней оставался одиноким человеком. Он так и не смог никого впустить в свое сердце. А вот сердца поклонников по всему миру до сих пор греет мысль, что он живой, пока его песня жива. Когда говорят «невосполнимая потеря», это как раз про уход Ильхама Шакирова. Мы потеряли не просто уникального артиста, виртуозно владевшего певческим искусством, обладателя фантастически красивого голоса, замечательного педагога и пропагандиста татарской песни. От нас ушел настоящий самородок, тонкий, глубокий и очень интеллигентный человек, по-настоящему народный певец. На слове «народный» я бы сделал особый акцент, потому как Ильхам Шакиров – это тот достаточно редкий, если не уникальный случай, когда о нем и при жизни всегда говорили только в восторженных тонах. Его любили и уважали коллеги по цеху, причем удивительно, все без исключения. Перед ним преклонялись большие начальники, его обожали, восхищались мастерством и в то же время ценили за простоту и скромность обычные люди. Наверное, поэтому проститься с великим артистом и человеком пришли в эту пятницу все. Его друзья, коллеги по цеху, руководители республики, рядовые татарстанцы, жители городов и деревень. Тимур Бекмурзин расскажет о том, как народ прощался со своим великим сыном. Вот этот удивительно красивый тембр, которым обладал Ильхам Шакиров, это тембр такой вот самородок тембр. Это крайне редко встречается
иметь колосы – это не быть еще великим певцом. Он великий мыслитель. Он рос сиротой, возможно, это наложило отпечаток на его вот этот глубочайший драматизм и понимание своей вот какой-то обреченности определенной. Он был носителем, вообще, я считаю, судьбы татарского народа. Мы все время говорим «мол». Вот, наверное, это вот ему вложено вот здесь от Бога, от Бога. Это так не бывает. Певцов ведь миллион, вот никого ведь так не слушаешь. Ведь он заходит, вот эту песню, он как-то вот совсем другой стороны, совсем по-другому звучит. Никто вот так не поет. Это, наверное, Богом целованный человек. И пусть будет место, конечно, в раю. Илхам абыйга Кудайдан берилген сәләте, кабатланмас тавышы бөтен дөньяга татар моңын һәм җырларын яңгыратырга мөмкинлек бирде. Андый кешеләр турында әйтәләр, дөньяга бер мәртәбә килә дә мәңге истә кала дип. Әлбәттә, без Илхам абыйны италон, сәнгать, музыка, җырчылар өчен дип күрдек һәм киләчәктә дә күрәчәкбез. Без аның исмен мәңгеләштерергә тиеш. Менә әле бер фикерем бар. Без 2-3 ай эчендә төзеп бетерәбез Казан-Экспода зур концерт зал, анда 3000 кешедән артык кеше сыя торган була. Шул зур концерт залга Илхам абыйның исмен бирергә дип тәкъдим итәм. Ул инде Аллаһ Тәгалә биргән сәләтне халкыбызга хезмәт итүдә тулысынча үзенең мин әйтер идем инде вакалаты да бөтенесе, намысы да бөтенесе чын күңеленнән хезмәт итеп бөек эшләр башкарды. Илхам Шакиров барыбызның да күңелләребездә, халкыбыз күңелендә зур мирас калдырды. Шуңа күрә мин барыбыз исемлегендә әйтәсем килә. Без Илхам Шакировны тирән хөрмәт белән, онытылмаслык итеп, чын йөрәктән зур рәхмәтләр белән озатырга тиеш булабыз. Он практически был для нас как отец, потому что нас он называл не по имени, всегда кызым. И все-таки словосочетание Альфия Авзалова и Илхам Шакиров, это никуда не уберешь. Оно так и есть, 2 звезды, 2 легенды. Он учитель всех вокалистов, всех артистов. Он очень умный человек и очень талантливый. А сейчас у нас молодежь стремится, дает им Бог, может быть, какой-то талант, но ума у многих нет, понимаете? Это не в обиду сказано, да, но нужно все-таки совмещать и ум, и трудолюбие. Бог подарил нам, татарскому народу, вот такого величайшего человека. Его принимаем как святого человека. Он святой. Он как-то подошел и говорит: слушай, балтасинский парень, мне говорит, Балтач малая. Я удивился, что такая личность ко мне подошел. Многие произведения его исполнения это эталоном считается. На сегодняшний день я как исполнитель, как певец говорю. Он таксисту достал деньги, говорит, сколько тебе надо, возьми деньги. Илхам абай говорит, я говорит, этот таксист, я, говорит, у вас не возьму
деньги. У вас скоро, говорит, в здании цирка будет концерт, вы мне пригласительный дайте. Он ему сразу пригласительный дал. Это друг народа, не только татары, а русские тоже ведь очень любили. Фотографию покажи. Электроэнергия отключилась. В зале президент сидит, высокие гости, поэтому я побежала, конечно, скорее за сцену, что происходит, как быть, и увидела картину, когда артисты толкаются, молодежь особенно, и толкают друг друга вперед, чтобы, значит, я без микрофона не могу, у меня вот фонограмма не включена. Вдруг сзади Ильхам Абый подошел, так сзади, и говорит: «Урукма министр, хазыр узим шагам». То есть, не бойся, давай сейчас выйду сам, мне микрофон не надо, у меня баянист с собой, фонограмма не нужна. Я говорю: давай переведи свои песни на русский. Нет, не буду. Я потом только понял. Песня хорошая. Когда и слов не знаешь, она слушает всех. Ребята, значит, артисты, музыканты, говорят, нужна трогательная, какая-то очень живая, нежная, вот искренняя песня. Что бы это могло быть? И они все в один голос сказали: это должно быть что-то из репертуара Ильхама Шакирова. И вот мы выбрали песню, которая поется «Долго я тебя искал». Значит, и это был какой-то особый момент в спектакле всегда, на который зрители так реагировали, невероятно, так вот я видел, как наворачивались слезы, как они вот откликались на это. Во многом благодаря ему эти песни опять вернулись к нам. Целый цикл и по стихам Тука, и народных песен. Как это ни грустно, но это такая объективная реальность. Его популярность стала уходить. Народ хочет веселиться. Вот, а он вытаскивал какую-то очень такую, очень глубокую и народную, то, что глубоко спрятано. Мы любим называть артистов звездами. У нас звезд очень много. Мы состоим из звезд нашей эстрады. А он солнце. Он один. Чтобы солнце светило еще ярче, мы должны будем делать то, что не успел. Onun jırları мәңгелек. Ул үзе мәңгелек. Үзе безнең арада булмаса дагы, ул безнең белән. Аның җаны безнең белән, аның моңнары безнең белән. Шуңа күрә Илхам абый ул безнең йөрәкләрдә. Без аны онытмыйбыз. Илхам Шакиров китте безнең арадан. Без аңа бик зур рәхмәтлебез. Илхам бездә калды. Калсын да шулай. Хуш сау бул. Бу дөньяга килгәч инде китмәенчә юк шул чарам. Мин битре йолдыз сымак балкып янар өчен озак мәңгелеккә китеп барам. Мин битре йолдыз сымак балкып янар өчен озак мәңгелеккә китеп барам. Нам еще предстоит понять и осознать всю глубину нашей потери, оценить и осмыслить историческую роль Ильхама Шакирова в судьбе татарского народа. Урона Жмахта болсын. Мы продолжаем нашу программу. Смотрите далее в нашем выпуске. Спортивные санкции. Я не верю, что была какая-то спланированная акция. Золотые пески Перу или как далась победа КамАЗ-мастеру. А сейчас настало время поговорить о новых трендах в развитии экономики, глобальных вызовах, возможностях, рисках и конкуренции. Гайдаровский форум – одна из наиболее подходящих и авторитетных площадок в России, где можно вести споры и дискуссии по самому широкому спектру вопросов и проблем современности.
В этом году форум юбилейный, 10-й по счету. А его участники даже грустно шутили. Своеобразный юбилей в этом году отмечает не только Гайдаровский форум. 10 лет также исполнилось глобальному кризису, который начался еще в 2008 году. И хотя за это время многое в экономике и на финансовых рынках поменялось, проблемы, те же самые вызовы, никуда не ушли. Подробности в нашем репортаже. В этом-то и особенность таких площадок, как Гайдаровский форум, что здесь не просто обозначают проблемы, современные вызовы, но и предлагают смелые решения. А России сейчас как раз и нужны смелые, порой даже радикальные шаги в экономике. Потому как задача стоит амбициозная – технологического прорыва. Среди целей, заявленных в памятном майском указе президента, за 6 лет войти в пятерку ведущих экономик мира, снизить бедность в 2 раза, увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет и резко улучшить ряд экономических и социальных показателей. То есть зарплаты, пенсии, все должно расти выше инфляции, а сама экономика не менее чем на 3% в год. Если за точку отсчета брать год минувший, 2018, результаты у нас более чем скромные. По предварительным данным, ВВП вырос на 1,7%, роста реальных доходов почти не видно. Поэтому одно из предложений премьер-министра Дмитрия Медведева, прозвучавшее на форуме, резко, радикально сократить количество надзорных требований к бизнесу, было подхвачено и другими экспертами. Его поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время обсуждения на форуме хода и проблем в реализации национальных проектов в стране. Увы, тот же малый и средний бизнес пока не показывает быстрых темпов развития, а его успехи носят локальный характер и то в отдельных регионах. Но на эти лучшие практики нужно опираться, говорил министр финансов Антон Силуанов. Кстати говоря, в этом году уже все почувствовали возможность открытия своего бизнеса в рамках самозанятого. У нас за 2 недели, я уже говорил, 8 тысяч регистраций, онлайн-регистраций. Это Калужская, Татарстан, Московская область. Московская и Москва. И Москва. Чтобы результат стал заметен по всей стране, мало назначать ответственных и детально расписать план реализации нацпроектов. Нужен благоприятный инвестиционный климат, который объективно создать повсеместно, задача трудно реализуемая. Поэтому одно из предложений мэра Москвы Сергея Собянина – сделать упор на развитие крупных городских агломераций. Московского градоначальника поддержал Алексей Кудрин. Например, Уральская агломерация вокруг Екатеринбурга, Перми, Челябинска так может стать мощнейшей агломерацией. Поволжская во главе с Казанью, там, другими, Ульяновск, Самара, Саратов. Значит, вокруг Новосибирска и другие. Это, если подтолкнуть это... Татарстан, в общем-то, за 25 лет смог вырасти в мощного межрегионального, или там, как говорят, кросс-регионального игрока, который, я думаю, может и берет на себя бремя вот даже целого Поволжья. Сохранить статус технологического лидера не только в Поволжье, но и в стране в целом – задача, которую в Татарстане решают успешно. Как подтверждение этого – результаты последнего рейтинга инновационных регионов России, который также объявили во время проведения Гайдаровского форума. В топ-листе лучших из лучших Татарстан на 2-м месте, вклинившись между лидером Санкт-Петербургом и обойдя Москву. В первую очередь нам дали оценку, что в республике сформирована та необходимая среда, которая обеспечивает рост инноваций, рост инновационно ориентированных технологий и предприятий. Примерно 78 сейчас миллиардов рублей мы тратим из бюджета на технологические инновации. Это тоже очень важно. Почему в Татарстане вот услуги, да, в электронном виде все переведены, постоянно идет процесс цифровизации экономики. Вот эти вещи, это тоже, конечно, все стоит денег. Впрочем, результаты этого рейтинга не повод расслабляться. Ведь конкуренция сейчас обостряется. Конкуренция за инвестиции, ресурсы, выгодные контракты. Причем конкуренция не только между странами и мировыми корпорациями, но и между регионами внутри страны. По многим направлениям Татарстан лидер, в том числе по развитию моногородов. Но и амбициозные соседи также не спят. Так как в десятке лидеров всегда присутствует ваша республика, я думаю, что 50-60% ваших моногородов действительно настоящие лидеры. И другим субъектам нужно посмотреть, как работа налажена у вас в республике, для того, чтобы к этой работе подтягиваться. У Татарстана много сильных сторон, но есть и узкие и слабые места в экономике. Поэтому оперативно их исправлять – задача ближайшего времени. Быть лидером не только почетный статус, но и большая ответственность.
Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов и Марат Закиров. 7 дней, Казань, Москва. Как говорится, с Новым годом, и не удивляйтесь такому запоздалому поздравлению. Мы будем еще не раз поздравлять друг друга с наступлением новых реалий в течение этого года. С таким же постоянством, как меняются времена года, повышаются тарифы и цены. Мусорная реформа идет сегодня по всей стране, и тарифы, соответственно, растут. Но везде по-разному. И были у людей опасения, что Татарстан, посмотрев по сторонам и увидев, так сказать, средние цены на рынке, стесняться не будет и установит для населения плату в 100 и более рублей в месяц на человека. А произошло вот что. Перед вами размер платы с населения на вывоз и утилизацию мусора. С каждого жителя многоквартирного дома 71 рубль 95 копеек. С каждого остального жителя, а это коттеджи, дачи, свои дома, 78 рублей 5 копеек. Рассчитать свою плату за мусор вы можете и без калькулятора. Достаточно умножить одну из этих цифр на количество человек, прописанных на вашей жилплощади. Многие наши сограждане, например, в Казани, будут весьма удивлены тому, что ежемесячная плата, напротив, понизилась. Как вы помните, жители Казани до сей поры платили не за количество человек, а за количество квадратных метров. 2 рубля 80 копеек за квадратный метр. И все это время мы недоумевали, как метраж нашей квартиры влияет на размер производимых нами отходов. Ответ был известен – никак. Так что перед нами в какой-то степени уже более справедливые цифры. Все познается, конечно, в сравнении. Посмотрим, как у соседей. Вот новые тарифы. Мариэл в среднем 84 рубля. Удмуртская республика 96 рублей. Чувашская республика 78 рублей в среднем. Кировская область 114 рублей. Самарская область 128 рублей. У нас средний тариф 75 рублей. Как стало известно, власти Татарстана смогли продавить очень важное решение для снижения тарифной нагрузки на население за вывоз мусора. Президенту, как было заявлено, удалось согласовать вопрос об исключении НДС из стоимости нового тарифа. Но пройдет время, и перед жителями неминуемо встанет вопрос, за что мы платим? Вправе ли мы теперь требовать чего-то большего за новые деньги? Всех выслушал Михаил Любимов. А вы не хотите раздельный сбор внедрять? Я не то, что не хочу, я вообще принципиальный противник раздельного сбора мусора. Я считаю, что это неэффективно и необоснованно. Председатель совета одного из домов по улице Богатырева в Казани Ирина Волкова привыкла выражать мнение общественное, которое на этом конкретном клочке суши рождается из ее собственного мнения. Она, а значит и весь этот дом, а об этом можно судить и по контейнеру сзади, против раздельного сбора мусора, потому что считает, что... Да просто потому что считает. Я считаю, что нужно сделать как за границей, либо собирать мусор, поставить везде автоматы, чтобы эта вещь оплачивалась, или создать, не как у нас сейчас в Казани, всего только 7 приемных пунктов, которые собирают мусор. Если бы за деньги, да, люди сдают, люди не ленятся. То, что за границей повально всем и каждому платят за раздельный сбор мусора, конечно, из области коллективных российских сновидений. Не платят, люди сами несут. Но слушаем дальше. Но государство же в этом нуждается. Государство нуждается? Нет, вы понимаете, государство сейчас очень легко отстранилось от забот о народе. Все бросает на плечи народа. Народ должен то, народ должен другое, и все за его счет. Скажите правду, чей мусор? Мой домашний. Вот же из дома. Предприниматель из Челнов Николай Атласов лучший во всем Татарстане сборщик и переработчик мусора. Видимо, как раз из тех, кто за счет народа и тому подобное. Он же не платит людям за то, что они несут пластик или бумагу в эти контейнеры. Потому что если б платил, то никакой переработки ни в Челнах, ни во всей восточной зоне не было бы вообще. Если это сырье буду покупать у рекоператора, я закрою свое производство, потому что мне это уже невыгодно. Только бесплатное сырье я могу переработать.
Нам не заплатят, заплатим мы. Увы, но нам с Николаем Атласовым не убедить в этом общественность сходу. Люди воспринимают лишь те истины, что они открывают сами, а такое осмыслишь не сразу. Поэтому вот на эти новые тарифы на вывоз мусора можно смотреть разными глазами. И вроде бы все смотрят на одно, но кто-то видит небо, кто-то дно. 75 рублей с человека в среднем. Тариф ни низок, ни высок. Региональные операторы, которые желали большего, безусловно, не могут быть довольны. Люди, которые меньшего и желать не могли, недовольны все равно. В среднем это все же повышение. Дело в том, что эти тарифы, на мой взгляд, они не выгодны никому абсолютно. Они повысились, они не выгодны жителям. Они не такие, как их просил рекоператор. То есть они не выгодны рекоператору. Они не выгодны переработчикам. Они не выгодны власти с точки зрения того, что все поднялось, а по факту результата от этих тарифов нету. Итак, о людях. Вкратце, что меняется? Возьмем Казань, многоквартирные дома. Тут своя формула. Если раньше мы умножали количество квадратных метров на 2 рубля 80 копеек, то теперь мы умножаем 71 рубль 95 копеек на количество прописанных в наших квартирах. Очевидно, что однообразием тут и не пахнет. Очевидно, что выиграют владельцы больших квартир с небольшим количеством жителей. Будут платить даже меньше, чем теперь. Что в районах? У нас теперь две зоны, восточная и западная, и два региональных оператора. Но цена тем и нова, что она для всех одинакова. А вот эти старые тарифы сильно отличаются в каждом районе. Тут никаких квадратных метров, конечно, тариф с человека, так и было почти повсеместно. Вот восточные полцарства. Что мы видим? Мы видим, что для жителей Альметьевского района, например, тариф подскочит наиболее ощутимо. В 3 раза ровно. Было 25, будет 75 в среднем. А вот каждому жителю Тукаевского района, который уже платил 56 рублей с человека, нужно будет выложить из кармана лишь 20 рублей в месяц дополнительно. Примерно тоже в полцарстве западном. Жителям юго-западных районов придется раскошелиться, для жителей районов возле Казани повышение незначительное. Это своего рода компромисс. В действительности мы просили достаточно большие тарифы в соответствии с конкурсной документацией, поэтому надеемся, что инвестиционную программу примут и какая-то корректировка тарифов будет, потому что все-таки инфраструктуру в республике необходимо делать. Мы прекрасно все знаем, в каком состоянии она находится. Еще один нюанс, который заставит нас заметить метаморфозу. В новых платежках эта строка «Вывоз и утилизация мусора» будет просто бросаться в глаза. Эта услуга переходит из разряда жилищных в разряд коммунальные услуги. То есть то, что зачастую было скрыто, теперь на поверхности. Фактически, это означает, что мы отныне не можем влиять на размер этой платы. Или все-таки можем? Вот идея Николая Атласова, известная идея, которая дает некоторый шанс. Домовладельцы, ответственные домовладельцы, которые могут и желают сами сортировать отходы, раскладывать их по разным мешочкам, а потом приносить контейнеры для раздельного сбора отходов, для них необходимо делать скидки. Еще раз поясним, это известный принцип: кто мусорит, тот и платит. Одно дело, если вы не заняты никаким раздельным сбором и мусора от вас кубометры. Другое дело, если вы им заняты, помогаете, стало быть, государству, переработчикам, вы как бы и не мусорите вовсе по полной программе и приближаете ту конечную цель, которая заявлена во всей этой мусорной реформе. Уменьшение свалок, вторичное сырье. Разве вы не вправе рассчитывать на скидку, на пряник от государства? Эта идея уже вовсю обсуждается, кстати, и в наших дворах, вместе с тарифами. Плюс это мы теперь будем платить не с квадратного метра, а с человека. Ведь квадратные метры, они не сорят, а сорят кто? Человек. Чем меньше квартиры, чем больше людей, тем больше будем платить. Вот и все. Надо как-то здесь все равно. А мы за то, чтобы по объему. Вот вывезли сколько, столько и заплатили. Вот и люди мыслят нынче как-то шире, как видите, объемнее, что ли. Тарифы не шокировали никого, но всегда хочется осмелиться на большее. Кто-то считает, что у этой затеи нет будущего. Вот, например, мнение западного регионального оператора. На данный момент российским законодательством не предусмотрено
поэтому дифференциация именно по раздельному сбору никак не предусмотрена. Скажу более, раздельный сбор, как будет внедрен, это будет являться обязанностью жителей все-таки сортировать. Сложно, конечно, объяснить людям, что у них есть обязанности, кроме прав. Объясните это Ирине Волковой с улицы Богатырева. Кто производит мусор? Мы. Мы собственники собственного мусора. И мы его владельцы. И мы имеем право реализовать. Кстати, вы улыбаетесь, хорошо улыбаетесь. Но в массе своей люди уже задыхаются в этой массе своей и готовы на многое. Если... Я слышала о том, что если мы будем раздельным мусором заниматься этим делом, то мы будем льготы иметь. А сейчас, в настоящее время, экономически трудно все-таки с людям, да? Поэтому мы готовы это делать. И расценка на вывоз мусора должна быть ниже, чем тем домам, жильцам, значит, у которых не будет раздельного, да, обычные. То есть это и будет стимулировать. Попробуем сделать осторожный, умеренный прогноз. Первое. В этом году региональным операторам будет не до раздельного сбора мусора. Им бы наладить, в принципе, систему вывоза мусора в районах, где ее зачастую пока нет. Значит, на льготы рассчитывать не стоит. Пока. Это не значит, что раздельным сбором заниматься не стоит вообще. Дело в том, что, и это второе, тариф этот не вечен. Тариф этот – компромисс. И когда региональные операторы найдут через год какие-то другие деньги, и руки у них дойдут, наконец, и до разноцветных бачков, любой дом, 100% занятый раздельным сбором, уже сможет хотя бы надеяться на некий пряник от государства. Так что все как всегда, охота и собирательство. Мы, может, никому и не обязаны. Но тогда что? Тогда вот что. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Нашу программу продолжит традиционный обзор событий недели. Оставайтесь с нами. Сегодня свой день рождения отмечает первый президент республики, государственный советник Татарстана. В своем инстаграм Рустам Минниханов поздравил Минтимира Шаймиева. Весь татарский народ глубоко уважает вас и искренне вас любит. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и счастливой жизни среди ваших внуков и детей. Программа «7 дней» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Минтимира Шаймиева. На этой неделе президент Татарстана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры. Отличившимся сотрудникам президент вручил государственные награды. Рустам Минниханов и государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев приняли участие в итоговой коллегии Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Обсудили задачи на 2019 год. В пятницу Рустам Минниханов принял участие в коллегии Министерства строительства республики. Президент отметил, что предстоит серьезная работа, должны быть построены и отремонтированы знаковые объекты в честь столетия ТССР. На неделе в управлении Росгвардии по Республике Татарстан подводили итоги служебно-боевой деятельности в 2018 году. В совещании принял участие премьер-министр Алексей Песожин. Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин по случаю Дня российской печати встретился с журналистами и вручил государственные награды 32 представителям СМИ. В Нижнекамске в самое ближайшее время будет реализован масштабный проект по строительству новой установки метанола мощностью 500 тысяч тонн. Соответствующие контракты были подписаны в Казани в головном офисе АО «Таиф». Партнером Нижнекамскнефтехима, входящего в группу компаний «Таиф», выступила датская Хальде Топсе, мировой лидер в этой области. Метанол Нижнекамскнефтехим пока закупает со стороны, после же реализации проекта нефтехимики уже не будут зависеть от других поставщиков. Кроме того, это существенно снизит затраты на производство готовой продукции. Мы убеждены, это будет примером большого успеха, потому как мы применим весь свой арсенал, весь опыт на рынке технологий и катализаторов. В этой области у нашей компании есть достижения. Сочетание этих факторов с опытом компаний «Таиф» и «Нижнекамск» нефтехим настраивает всех на оптимистичный лад. Лично я в общем успехе не сомневаюсь.
Работа над этим стратегическим проектом идет давно, заверил нас генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бекмурзин. Но сейчас, с учетом всех деталей и нюансов, нужно ускорять темпы. Данный проект является окупаемым. Окупаемость входит в те ковенанты, которые для нас установлены. То есть это окупаемость порядка 5 лет. Соответственно, это снизит значительно себестоимость нашей продукции конечной. Крещение Господне отметили на этой неделе православные. В ночь с пятницы на субботу митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил литургию в Троицком соборе Раисского Богородицкого мужского монастыря. Затем духовенство и верующие крестным ходом проследовали к Иордании на Раисском озере. Всего в Татарстане для купания было открыто более 100 купелей, окунуться в Иордань пришли свыше 50 тысяч человек. Казанский «Синтез» выиграл серебро. Золотой финал Кубка России по водному полу прошел в Казани в субботу. Обладателем кубка стала московская «Динамо», бронзу завоевал волгоградский «Спартак». В эти минуты в аэропорту Шереметьево особенно многолюдно. В российской воздушной гавани встречают пилотов команды «КамАЗ-Мастер». Несмотря на все неудачи, которые преследовали «Синюю армаду» на протяжении всей гонки «Дакар», челнинским гонщикам удалось вновь доказать, что в ралли-рейдах им по-прежнему равных нет. В третий раз подряд на пьедестал почета поднялся Эдуард Николаев. Вторым стал экипаж Дмитрия Сотникова. Этот «Дакар» стал, наверное, одним из самых сложных. До финиша смогли добраться только 2 татарстанских экипажа из 4. Но все это не помешало челнинцам завоевать 16-й по счету «Золотой бедуин». За всю историю престижного ралли-рейда россияне не раз сталкивались с труднопреодолимыми препятствиями. И мы тут подразумеваем вовсе не коварные песчаные дюны перуанской пустыни Сечура, высокогорье Боливии или аргентинское бездорожье. Неужели нынешний «Дакар» показал, что давление на Россию на мировой спортивной арене только нарастает? 334 экипажа из 61 страны мира стали участниками 41-го Дакара. В этом году сценарий самого престижного на планете ралли-рейда претерпел заметные изменения. Организаторы отказались от проведения гонок на территории 3 стран Южной Америки, проложив маршрут исключительно по пескам Перу. 5000 километров предстояло пройти участникам 10-дневного марафона. Все внимание россиян, конечно же, было приковано к «Синей армаде». Команда «КамАЗ-Мастер» выставила 4 экипажа. И у каждого из них, учитывая достижения прошлых лет, были равные шансы на успех. В отличие от прошлогоднего марафона, челнинцы поменяли тактику. Они не стали постепенно вкатываться, а сразу заявили о своем статусе безоговорочных фаворитов. На втором этапе по споре с челнинцами за место под солнцем решился белорусский экипаж Сергея Визовича. Однако рывок за 100 метров до финиша обернулся аварией. Болельщики тоже попытались обвинить Айрата Мардеева в неджентльменском поведении за то, что россияне якобы не стали помогать дружественному экипажу. Несколько раз переспросили, все ли в порядке, не нужна ли какая-то медицинская помощь. Сказали, все нормально, начали уже там осматривать свой автомобиль. Тут подъехал уже джип организаторов, это как раз, кажется, была медицинская служба. Обвинения в адрес Мардеева выглядели весьма надуманными. За все годы участия в гонках челнинцы не раз приходили на помощь пилотам из других команд. Свой гнев на милость болельщики сменили лишь к середине гонки, когда камазовским пилотам пришлось пережить серьезное испытание – дисквалификацию экипажа Андрея Каргинова за наезд на одного из зрителей. Всей командой переживаем очень состояние Эвана Худсона, южноафриканского болельщика, который приехал посмотреть Дакар и вчера попал под колесо нашего автомобиля. По мнению руководителя команды, решение судей было несколько странным, но оспорить вердикт можно было только по окончании гонки. Болельщики заговорили о предвзятом отношении к россиянам и плохой организации соревнований. Чего греха таить, ради хорошего обзора зрители готовы подойти к трассе как можно ближе. Действительно, правила были нарушены в эпизоде с наездом. То, что пилот не видел, как он говорит, во-первых, это с его слов, а во-вторых, если мы с вами на улице собьем пешехода и будем говорить, что мы его не видим, мы все равно лишимся прав. Россияне заявили о своей готовности помочь пострадавшему и даже навестили его в больнице.
Пятый этап стал роковым и для экипажа Айрата Мардеева. Из-за поломки было принято решение снять его КАМАЗ с дальнейшего участия в гонке. Регламент соревнований запрещал замену двигателя, так что борьбу за трофей Дакара пришлось продолжить уже двумя экипажами – Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова. От ближайшего преследователя, идущего на третьем месте, Жерара Дероя, их отделяли 2 часа. На 7-м этапе челнинцев ждал сюрприз от судейского корпуса гонки. Чехарда со стартовой позиции на 7-м этапе, когда Сотникову вначале приписали 28 минут, выведя его в лидера, а потом их отобрали. Это означало, что вот командная тактика, когда 2 экипажа, Сотников, Николаев, идут рядом друг с другом, подстраховывают друг друга, она резко у нас, в общем, переставала действовать. Эпоха борьбы с КАМАЗом, она продолжается у тех же самых организаторов. То есть из года в год меняют технические требования, меняют, скажем так, зная, где преимущество КАМАЗа было всегда, никак не сказывается на результате. То есть ребята как и лидировали, так и лидируют. Это серьезный подход команды. Я не верю, что была какая-то спланированная акция, какая-то травля я это назвать не могу. Но есть другой момент. Судьи такие живые люди, как и мы с вами. И живут они там, в Европе, в Америке. Они не смотрят наше телевидение, не читают наши газеты, не читают там, они становятся жертвой той же самой пропаганды. Несмотря на ошибки судейства, да и собственные, что стоит только часовой простой на 8-м этапе, экипажу Эдуарда Николаева удалось сохранить лидерство в гонке. Не подвела и командная тактика строго следовать к финишу 2 машинами. А еще новая и надежная техника. Конечно же, хочется поблагодарить всех наших и партнеров, спонсоров, наших болельщиков, ну и, конечно же, технический состав наших механиков, наших конструкторов, которые в кратчайший срок создали новый автомобиль. Я очень рад, что мы смогли в короткие сроки сделать по новому регламенту конкурентную машину, которая смогла надежно проехать всю дистанцию. Тем самым мы доказали, что отечественный автопром и российский спорт победители, они лучшие. Золотой бедуин Дакара для Эдуарда Николаева стал 3-м подряд и 4-м в спортивной карьере. 2-е место занял Дмитрий Сотников, 3-е у голландца Дероя-младшего. В своем поздравлении челнинцев с победой президент России Владимир Путин отметил, что этот успех особенно значим в год 50-летия завода КАМАЗ. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, 7 дней. И еще одно спортивное событие, которое мы не можем обойти вниманием. Чуть меньше часа назад в Казани завершился матч звезд КХЛ. Он стал финальным аккордом недели хоккея в Татарстане. Шоу с участием самых ярких игроков континентальной хоккейной лиги устраивает уже в 11-й раз. Но только в этом году право на его проведение получил Татарстан. К организации главного спортивного праздника сезона в нашей республике отнеслись с большой ответственностью, превратив неделю звезд в хоккее КХЛ в 9-дневный спортивный марафон. А завершился спортивный уикенд в Казани мастер-шоу, матчем звезд КХЛ и выставочным матчем ветеранов КХЛ и команды все того же Алексея Морозова. Любители хоккея стали свидетелями исторического воссоединения легендарной тройки барсов Зарипов, Зиновьев, Морозов. А сейчас предлагаю поговорить еще немного о красоте хоккея, но на сей раз женского. Матч представительниц красивой лиги в Нижнекамске прошел в местном Ледовом дворце с аншлагом 4800 зрителей. Елена Горбунчикова о прелестях женского хоккея и не только. Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Это известные фразы из кинофильма «Кавказская пленница». Можно характеризовать каждую представительницу российского женского хоккея. Но вот знают ли простые жители Казани, насколько хороши российские хоккеистки? Мне кажется, что какой-нибудь менеджер такой солидный. Вот это на модель, конечно, похоже в таком стиле. Вот это фотомодель. Вот это студенткой. То же самое. Это хоккеистки сборной России по хоккею. Да вы что? Я обалдел от этого. Ну-ка, давайте я еще посмотрю. О том, что в женском хоккее есть место красоте, мог убедиться каждый, кто пришел на Нефтехим-арену. В рамках недели звезд хоккея КХЛ на домашней арене Нижнекамского нефтехимика сошлись Восток и Запад.
Сборную Востока вывела Ольга Сосина. Воспитанница альметьевского хоккея, участница 3 последних Олимпиад и капитан женской сборной в Олимпийском Пхенчхане. Именно ее победный буллит в ворота финской сборной в 2016-м принес России бронзу чемпионата мира. В составе уфимской «Агидель» Ольга Сосина по итогам прошлого сезона была признана лучшим игроком женской хоккейной лиги. В матче звезд компанию ей составила Ландыш Фаляхова. Уроженка Сабинского района сейчас играет за Нижегородский «Скиф». В команде «Запада» еще 2 татарстанские хоккеистки. Поболеть за Лиану Ганееву, защитника питерского клуба «Горный», из Актаныша в Нижнекамск приехала вся семья. Сами любители хоккея, в деревне играем на катке, у нас есть каток на улице. И она с нами пошла и начала играть с мальчиками, с моими коньками, большими коньками начала играть. В этот вечер особую гордость за свою дочь испытали и родители Фанузы Кадировой. Будущая нападающая из СКА «Горный» в хоккей пришла в 5 лет. А сейчас 20-летняя уроженка Кукмара входит в 5 снайперов красивой лиги. Жалко было уезжать из Татарстана? А что делать, если играть надо на таком уровне? Пришлось уехать, не сидеть в Казани, ждать, пока команда появится. Открывайте хоккей в Татарстане. Матч звезд красивой лиги завершился победой Запада. Татарстанские хоккеистки свой актив записали 2 шайбы и 2 результативные передачи. Ими будут гордиться болельщики Нижнего Новгорода, Уфы, Питера, но не Татарстана. Потому что в республике нет профессионального клуба. На зажигательные танцы своих подруг по случаю победы Надежда Модина с трибуны смотрела с грустью. 3 года назад по семейным обстоятельствам призер молодежного чемпионата мира вернулась домой в Нижнекамск. Тренирует мальчиков из дворовой команды. А все мечты о большом спорте. Будущее. Я хочу посвятить развитию все-таки женского хоккея, потому что очень мало кто занимается этим. Девочки хотят играть. Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость, знать только Ивова иметь там в сентябре с тобой осталось чужой. В раздевалке Камско-Полянской «Искры» перед началом тренировки звучат не наставления тренера, а стихи поэтов Серебряного века. Понятно, вот так вот мы должны от нога его дергать. Выходим, разминочка, прокат в центре, а потом уже начинаем с шайбочками. Из «Искры» возгорится пламя. Это точно про этих девчонок. «Искра» – одна из сильнейших команд в Татарстане. Победитель турнира «Золотая шайба» и республиканского первенства. Настоящая кузница кадров. Самая яркая «Искра» – капитан Диана Рахматуллина. Девчонки в моей команде, по секрету скажу, говорят, что хоккей мешает учебе. На самом деле нет. Мешает все, но не хоккей. В этом году Диана заканчивает 11 класс. Если продолжит учебу в Казани, будет играть в местной любительской команде «Форвард». Говорит, что уже договорилась. Привет, заходи. Девочки, знакомьтесь, это Люсия. Капитан «Форварда» Кристина Антонова рада пополнению. В любительской лиге женского хоккея команда играет уже 4-й год. Среди игроков не только профессиональные хоккеистки, но и флорист, менеджер, бывшая теннисистка и тренер по плаванию. В планах на этот сезон выйти в финал, сыграть в Сочи, а еще создать команду «Дубль» под названием «Маруся». Маруся как Формула-1. Быстрые и сильные. Маруся – это скрытая мощь настоящей русской женщины. Мария Айнулина заболела хоккеем 2 года назад, когда начала работать менеджером в магазине атрибутики Акбарса. На коньках никогда не стояла. Таких, как Мария, в Марусе 7 девушек. Готовы набрать еще. В том, что проект ждет успех, Мария не сомневается. Команда бесплатно тренируется в центре Даниса Зарипова. Собственную раздевалку и лед в спорткомплексе «Баска» девушкам выбила Федерация хоккея Казани. Лично для меня это хобби, а в целом я занимаюсь командой, чтобы когда-то перевести ее в ряд профессиональных, потому что у нас растет поколение хороших девочек, это 2001 год. Вот я очень жалею, что мы упустили 97 год, потому что очень сильные девочки. К сожалению, в лиге некуда расти, да, так скажем, не с кем играть в Казани, то есть у нас нет конкуренток. О том, что Татарстану нужен профессиональный женский хоккейный клуб, вновь заговорили во время недели звезд хоккея КХЛ в Казани. У нас имеется полностью расчета. Мы предполагали тоже создавать базу на базе в Сабинском районе, который имеет Ледовый дворец, там и базы проживания, пункты питания.
выезде, может быть, игры Казань целились. Но пока в работе, я сейчас не скажу, когда будет. Девчонки есть. Я уверена, что в Татарстане смогут поддержать эту тему в плане того, что здесь можно иметь целую команду. У вас есть отличные свои воспитанницы. По данным Минспорта Татарстана, тысячи девочек, девушек и женщин в республике сейчас занимаются хоккеем. В планах континентальной хоккейной лиги до 2023 года число профессиональных женских клубов с 7 увеличить до 10. У Татарстана есть все предпосылки для развития профессионального женского хоккея. Мужской хоккей тому пример. Елена Горбунчикова, Ильшат Аюпов, Андрей Ключников и Рамиль Закиев. 7 дней. На этом наша программа подошла к концу. И завершает ее пророческая песня Ильхама Шакирова «Мәңгілікке кетіп барам. Ухожу в вечность». Он ушел в вечность, но его песни навсегда остались в нашем сердце, в сердце нашего народа. Yırrağaya haman oram Min bir suyu jırın jırlap Il halkının көңілін nurlap Мәңгілікке кетіп барам Min bir suyu jırın jırlap Ел халқының көңілін нұрлап, мәңгілікке кетіп барам. Здравствуйте! О погоде на неделю Лейла Латыпова. В предстоящие 7 дней в республику придут настоящие крещенские морозы. Значительно похолодает, особенно в ночные часы. На северо-востоке Татарстана переменная облачность. Если в понедельник 9 градусов мороза, то к среде уже минус 19, а ночные температуры опустятся до минус 23. На юго-востоке переменная облачность, местами снег. Средняя дневная температура минус 15, ночью местами до 23 градусов. В центральных районах республики в первой половине недели дневные температуры опустятся до 18 градусов, а к выходным немного потеплеет, минус 12, минус 14. На юго-западе республики следующая неделя будет также морозной. Дневные температуры около 15 градусов, ночью минус 21. На северо-западе и в Казани в понедельник минус 8, а к среде уже минус 18. Выходные около 14 градусов ниже нуля. Будет переменная облачность, временами снег. Вот такой прогноз на следующую неделю. Холодная зима не повод для грусти. Главное, чтобы в душе было тепло. До свидания.